Шчаслівага новага году і вясёлых калядаў. Зычым вам, гледачы Свабода Прэміум. Гэта Ганна Соус у Празе і першы госць нашага каналу ў гэтым годзе расійскі апозіцыйны палітык і блогер Владимир Милов. Добрый день, Владимир. Здравствуйте, с Новым годом и вас, и всех, кто нас смотрит, слушает. Владимир, очень много белорусов встретило 2021 год, слушая новогоднее обращение Светланы Тихановской. Многие писали тогда в социальных сетях, что впервые слушали новогоднее обращение того, за кого проголосовали, и впервые по-белорусски. Но вот у белорусов впереди непростой год, и как вам видится, какие испытания ждут белорусов в 2021 году, и исполнится ли новогоднее желание миллионов белорусов? Действительно, очень сложные у вас времена, и я хотел начать с того, что мы, конечно, в Новый год, несмотря на то, что праздновали, мы, конечно, вспоминали о вас, и мы о вас все время думаем и желаем вам как можно скорее победить вот эту вашу омерзительную диктатуру. Я уверен, что это случится, но вот вы видите, что ситуация затягивается, потому что Лукашенко, очевидно, дает понять, что он уходить пока не собирается и намерен цепляться за власть всеми возможными способами, но с другой стороны, мы увидели за эти прошедшие месяцы, что страна его не принимает. И, кстати, в новогоднюю ночь это было ярко видно, кто у подавляющего большинства белорусов настоящий лидер, настоящий избранный народный президент. Мне кажется, что здесь сейчас то, что происходит, можно охарактеризовать таким термином «боевая ничья», да, то есть с одной стороны, Лукашенко удалось пока удержаться при помощи, конечно, прежде всего беспрецедентных и очень жестоких репрессий. Мы такого, вы знаете, я думаю, что в Европе мы такого не видели со времен югославских войн. Это то, что там происходит, это, конечно, гораздо жестче, например, чем то, что мы видим здесь в России, да, хотя мы так... Многие с ужасом, но мы просто уже сознанием дела смотрим на то, что обычно вы нас опережаете в этом плане, и потом все эти техники начинает применять Путин вслед за Лукашенко. Но, с другой стороны, видно, что сломать дух белорусского общества Лукашенко не удалось, и хотя таких масштабных протестов, как там в августе, сентябре, октябре, мы сейчас в последнее время не видим. Но, с другой стороны, мы видим, что и общество эту власть не принимает. Мы видим нарастающие экономические трудности у Лукашенко. И мы видим то, что он, конечно, побежал под крылышко к Путину за то, что кто-то его спас от всех этих трудностей. Но Путин тоже не очень хочет полностью за него впрягаться. Денег он дал мало, можем отдельно об этом еще поговорить. Да? Какой-то другой масштабной помощи не предоставил, в основном моральную поддержку, и этого явно недостаточно. То есть долго так тянуть Лукашенко не сможет, когда вся страна против него, когда нарастают трудности в экономике, международные санкции. И через какое-то время, конечно, по логике развития диктаторских режимов это начнет сыпаться. Я в этой ситуации хотел белорусам еще раз пожелать стойкости и выдержки, то есть придется проявить терпение. Но мне кажется, что этого и так достаточно. То есть люди показывают, что они не готовы сдаваться, их не сломить, несмотря на это все беспрецедентное давление. В тех сценариях, как могут развиваться события в этом году, возможен такой очень негативный сценарий на некоторый час. Это полностью закрытая страна, но до этого большая волна иммиграции, она уже начинается. Это разрушенная экономика, это зарплаты по $5-10, повальный террор. Вы сравнили с Югославией, такая Северная Корея в центре Европы. Насколько такое возможно, не то, что насколько такое возможно, а как долго такое возможно, если самый будет этот плохой сценарий? Смотрите, это вряд ли возможно, потому что, несмотря на всю внешнюю политическую закрытость, Беларусь – это экономика, которая очень сильно зависима от отношений с внешним миром. Прежде всего, режим Лукашенко, конечно, черпает свои финансы из доходов нескольких крупных экспортно-ориентированных предприятий. Я думаю, что несколько пунктов, что касается экономической ситуации, то есть об инвестициях можно забыть в таком положении дел. И мы будем видеть очень серьезный отток капитала, это первое. И второе, что
вот, ну, вы знаете, много лет обсуждают, что там придет ли большой российский бизнес в Беларусь. Вот я вас уверяю, что в такой ситуации не придет, потому что даже все наши крупные вот эти государственные корпоративные магнаты, ну, они видят, насколько история нестабильна, и они понимают, что, вот, допустим, их приход сейчас, какое-то расширение, экспансии инвестиций в Беларусь, они, во-первых, будут восприниматься негативно обществом, как поддержка Лукашенко, а во-вторых, это как бы инвестиции в политически нестабильный режим, который вот-вот рухнет. Да? Поэтому, кроме всего прочего, мы видим, что продолжается отток денег из банков. Мы видим, что действительно вот передовые отрасли, их сотрудники, собственники компаний, они продолжают уезжать из страны. Это очень важный эффект за собой влечет, потому что вымывается такой верхний и средний класс, который предъявляет, в свою очередь, спрос на товары и услуги, то есть спрос будет падать. То есть, короче говоря, это такая воронка, в которую неизбежно вот при временном сохранении Лукашенко у власти экономику будет засасывать. Это значит что? Это значит, что будут беднеть все более широкие слои населения. Это значит, что недовольство ситуацией перекинется даже на тех, кто сегодня вот, ну, как бы ведет себя относительно нейтрально. Да? То есть помимо политического недовольства и желания перемен и смены власти, Лукашенко получит такой второй удар в виде недовольства по чисто социально-экономическим причинам со стороны тех слоев населения, которые даже были ему там более-менее лояльны. Да? Вот, поэтому здесь, мне кажется, экономика – это ключ к развитию ситуации. То есть вот за эти несколько месяцев мы увидели, что инструментов улучшить экономическую ситуацию, ее стабилизировать у Лукашенко в общем нет. Что год он заканчивается беспрецедентно низкими валютными резервами, там менее 3 миллиардов долларов в наличной иностранной валюте. Мы видели, насколько это все сжалось вот за время кризиса, когда люди валюту выводили. Мы видим, что там кредитование не работает, ставки бешеные, и никак эта ситуация улучшиться реально не может. Да? Вот, поэтому здесь нужно проявить терпение. То есть Лукашенко хочет всех пересидеть и думает, что вот как-то это рассосется само собой. Нет, не рассосется. Очень важно это понимать. И очень важно понимать, что вот такие режимы, какими жестокими бы они ни были, они не выживают в условиях таких экономических трудностей. И для того, чтобы все-таки удержаться, ну, им нужен какой-то совсем другой уровень брутальности. Вы сказали про Северную Корею, но все-таки я уверен, что это невозможно. То есть Северная Корея – это специально выстраивавшийся там 70-80 лет фактически остаток вот сталинской системы. Это же был изначально сталинский протекторат с русским генералом, который этим всем управлял, да. Вот. Все-таки мы не видели примеров, когда в современном мире вот можно построить другую такую диктатуру сверхжестокую, да. Поэтому, конечно, это будет означать, что в ближайшие месяцы Лукашенко ждет новая волна недовольства. И я думаю, что в какой-то момент это все приведет к, может быть, еще более масштабным протестным акциям, чем вот мы видели первые месяца 2-3 после президентских выборов. Если поговорим о позиции России, ну, такой очень яркой поддержки Путина нету, но тем не менее без косвенной, без внешней поддержки Путина режим Александра Лукашенко, по мнению многих политологов и политиков, не удержался бы все эти годы. Что вас больше всего тревожит в позиции России относительно Лукашенко и относительно Беларуси, а что не тревожит? Ну, вы знаете, меня тревожит вообще тот факт, что Путин сидит у нас в Кремле до сих пор, да, то есть к чему он не прикасается, это везде приносит очень серьезные проблемы, да, вот можно вспомнить не только Беларусь, а вот другой крупнейший кризис вот, у нас по соседству, это Карабахская война, то есть Россия полностью его проспала, показала неспособность свою в течение вот недель беспрецедентного насилия как-то это остановить. Там погибли более 5000 человек только по официальным данным, да. И Путин как бы хлопал крыльями все это время. Ровно точно так же вот я вижу, что для российских властей, при том, что вот даже мы обсуждали вот то, что приближается в связи с президентскими выборами, и много говорили здесь в Ютубе об этом, да, но для Путина я вижу, что вот эта магнитуда протестов оказалась абсолютно неожиданным, и он вот прямо сейчас сидит и не понимает, как ему быть. Он чувствует, что вписываться по полной за Лукашенко не надо, но, с другой стороны, по инерции не может ему не помочь, как союзнику-диктатору, да, как вот
человеку, которому, в принципе, противны вот такие народные, мирные демократические революции. И вот он как бы зажат между вот этими всеми противоречиями. Ну, выходит он из них пока так, что объявляет помощь в режиме в час по чайной ложке. То есть все-таки вот мы увидели за полгода всего 2 транша вот этих российских кредитов по 500 миллионов долларов, один из которых вот поступил только что, буквально вот перед Новым годом. Но этого, конечно, не то, что недостаточно, это капля в море по сравнению с проблемами Лукашенко. И в основном вот эти деньги пока шли на погашение, собственно, долгов же перед Россией за газ. Поэтому, мне кажется, Путин, когда не знаешь, чего делать, вы знаете, да, что вот во многих случаях он у нас всегда прячется. Да? Вот, когда там что-то случается, его днем с огнем не найдешь. И вот он занимает здесь такую же выжидательную позицию. Я думаю, что он, скорее всего, сейчас выбрал ждать, пока Лукашенко все-таки окончательно подавит вот эти протесты. Но я думаю, что этого просто наивно ждать, этого не будет. Да? То есть это сопротивление продолжится. И фактически Лукашенко вот в нынешней ситуации во многом предоставлен сам себе. Здесь очень многое будет зависеть от того, как европейцы будут действовать. Вот они сейчас обсуждают, вы, наверное, слышали, вот германский министр иностранных дел Хайко Маас говорил о том, что могут быть объявлены санкции против столпов белорусской экономики. Вот если они перекроют ему канал, перекроют Лукашенко канал получения крупных экспортных доходов и внесут в санкционные списки вот крупнейшие предприятия, такие как Нафтан или Беларусь Калий, вот это будет ситуация, которая может поставить Лукашенко в очень сложное положение. Да, вот. Поэтому здесь, скорее всего, зависит не от Путина, а от того, что будет делать Европа в отношении этой ситуации. Но еще раз подчеркну, что вот мы видим, что здесь экономика, на мой взгляд, является таким ключиком к будущему развитию событий. Владимир, вы начали уже говорить о том, что Беларусь в некотором роде такой для России своеобразный полигон для отработки разных авторитарных технологий. Там, изменения в Конституции, способы нейтрализации оппозиции. Но вот смотрят власти, как это делает Лукашенко, а потом делают у себя менее грубо с учетом ошибок. Вот если Путин 5-й раз решит баллотироваться на пост президента в 2024 году, ну и он может рассматривать ситуацию в Беларуси нынешнюю как возможный сценарий борьбы с несогласными в России. Какие ошибки Лукашенко Путин способен не повторить? Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, это у нас будет раньше. То есть, скорее всего, я жду подобного развития событий вокруг выборов Госдумы 2021 года, потому что они уже объявили, что они хотят там конституционное большинство и 2/3 голосов. Но это невозможно, учитывая, что рейтинг партии власти «Единой России» сейчас 29%. Даже по кремлевским всем опросам в ЦИОМ, ФОМ, Левада показывают примерно одинаковую цифру. Поэтому мы ждем вот примерно чего-то похожего уже в наступившем году, к сожалению. Ну и здесь, вы знаете, на мой взгляд, это вот не вопрос ошибок, а это вопрос их инстинктов, что у Путина, что у Лукашенко, когда они, в принципе, понимают, что страну они уже проиграли, и поддержку вот эту вот не вернуть, да. Ну, значит, у них наступает такая вот животная реакция, то есть это они свой страх хотят перебить, вот запугав всех остальных. Поэтому, скорее всего, здесь будет вот такой мандат на экстремально жестокие действия, на такую показательную жестокость, чтобы запугать всех остальных. Ведь для чего, собственно, вот все эти ужасы, которые вот мы слышали про пытки, избиения, издевательства там в изоляторах на Окрестино и в других местах, да, я думаю, что здесь команда на это была дана именно специально с целью запугать всех других, чтобы не выходите на демонстрации, иначе вот с вами будет такое же. Да? Мы видим, что здесь очень много, вот эта тактика запугивания, она там во многих аспектах перенимается Путиным. Например, вот меня спрашивают многие, а зачем вот Госдума принимала и Путин в конце года подписал какие-то новые репрессивные законы там про иностранных агентов, запрет агитации, там просто огромное количество всего. На самом деле, в принципе, вот они репрессировать и посадить, и оштрафовать могут кого угодно уже по действующим законам. То есть это им не надо было делать, вот, в чисто практическом смысле. Но они приняли вот эти новые законы именно ради такого психологического давления, чтобы пугать людей. Вот я думаю, это главное, что Путин будет использовать из действий Лукашенко. Он будет действовать вот такими методами запугивания, чтобы всем остальным было неповадно. Но опять же, как мы видим,
когда ситуация в обществе доходит до определенной критической точки, это уже не работает. То есть работает, но ограниченно. И люди все равно не перестают сопротивляться, и все равно на Новый год смотрят там у вас Тихановская, у нас Навального, и, в общем, видно, там, вы можете, например, в Ютубе посмотреть обращение Путина новогоднее, как они за дизлайками все, да, и вот, и какие там комментарии, где их не отключили. Поэтому я думаю, что вот мы движемся к такому вот серьезному столкновению между взорвавшейся властью и обществом, которое недовольно, вот примерно как у вас. Я думаю, что это будет раньше 2024 года. Ну и просто по всем, там, я не знаю, закупкам техники Росгвардии и всему такому прочему, видно, что вот Путин на то, что делает Лукашенко, внимательно смотрит. И несмотря на все отрицательные последствия, он, скорее всего, будет делать что-то похожее, просто чтобы попытаться общество напугать. Вот российская демократическая оппозиция, либеральная Россия, вы много раз про это говорили, с большим воодушевлением воспринимала то, что происходит в Беларуси, с большим сочувствием, с большой поддержкой. Какие уроки российская демократическая оппозиция делает, на что, к чему присматривается, глядя на белорусскую мирную революцию, но вот в этой фазе, в теперешней ее? Ну вот урок для нас главный, что ситуация начинает меняться, ведь реально никто не ожидал таких событий в Беларуси. Там были люди, которые говорили, что это возможно, но в целом вот в мейнстриме ожиданий таких не было. Да? И что изменилось? Изменилось то, что в Беларуси проснулось все общество, весь народ, все там, включая небольшие города, там, провинциальную местность. Мы видели, что люди выходят как бы везде, да? Вот, и это подтверждает, в принципе, мы знали это, но эти ваши события еще раз подтвердили, что очень важно разговаривать со всей страной и привлечь на свою сторону. Для того, чтобы были масштабные изменения, нужно привлечь на свою сторону очень много людей вот по всей стране, в разных регионах, городах, деревнях и так далее. Да? Вот, и это нас лишний раз убедило, что это все правильно, потому что, знаете, у нас много таких, кто говорит, что типа... Что с этими регионами возиться, все равно все в столице революция обычно происходит. Вот мы видим, что на самом деле не так. И это много раз было примеров в истории, и вот те же революции в Восточной Европе 30-летней давности, когда мы видели, что вся страна поднимается в протесте против диктатуры. Вот похожее произошло у вас. То есть это пункт номер один, что надо работать со всем народом, со всеми гражданами, а не концентрироваться на столице. И второе, это, конечно, терпение. То есть здесь, вот еще раз, есть большой запрос на все и сразу. Чтобы мы вот куда-то все один раз вышли, там Путин испугался и убежал. Мы много раз вот такого слышали, я думаю, вы у себя тоже, да. Но вот эти события показывают, что, понимаете, мы имеем дело с новым типом диктатур. Когда вот, например, коммунистические диктатуры 30 лет назад они были готовы подавлять ограниченное сопротивление и там диссидентов, да, но они оказались не готовы, когда все население выходит против них, как это было в ходе бархатных революций в Восточной Европе и у нас здесь. Сейчас мы имеем дело с новым, более продвинутым и более жестоким типом диктатур, которые знают, что население против, и они готовятся к таким событиям заранее, вот как мы видим на примере Лукашенко. Да? То есть они готовы против всей страны воевать и всю ее пытаться репрессировать. И вот нам надо быть готовым к этому и не искать каких-то быстрых рецептов, а понимать, что против этого только терпение и выдержка. Здесь вот игра на такое удушение диктатора, да, потому что он долго так существовать не сможет, и мы очень рады видеть, что белорусы понимают, что это не вопрос нескольких дней, недель, может быть, даже месяцев. Нужно проявлять упорство, невзирая на то, как трудно бы не было. Вот это очень важный урок, мы будем здесь его людям рассказывать. У нас, к сожалению, много таких, кто хотел бы по-быстрому вот выйти, там что-то сделать и разбежаться. Да? Это так не будет, и важно, что вот этот опыт вы нам показываете, и нам есть о чем теперь поговорить вот с нашими собственными людьми. Терпіння і витримки жадає білорусам у 2021 году російський опозиційний політик і блогер Владимир Милов. Дякую вам велике за удел у нашем першим новогоднім стрімі. Всього найлепшого. Спасибо. С Новым годом еще раз. С Новым годом.